Друзья, зиму 2022 торжественно объявляю открытой. Ура! И пусть фактически белый сезон у нас начинается чуть раньше официально календарного, это все равно повод для радости. Отметим же это событие горячим, информативным, позитивным и полезным выпуском программы «Студия-11». Чем он примечателен, узнаем из анонса. Привет из Дагестана. Маша Дымова бает о Республике Коми. Лента, булава и обруч. У наших художественных гимнасток есть поводы для гордости. Осторожно, уплотнение. Что нужно знать о раке молочной железы? Всего в России проживает около 190 разных народов, и история каждого из них богата фактами. Недавно на просторах интернета появилось сообщество, которое взяло цель поделиться самыми интересными. Площадка называется «Баять», что в переводе с древнерусского значит «говорить», «рассказывать» или «обсуждать». Наша юная коллега Маша Дымова в его рамках рассказала о Республике Коми. 3 интересных факта про Коми. Именно коми научили русских есть пельмени. Название этого блюда произошло от 2 коми-слов – пель, ухо и нянь, хлеб. Кстати, счастливый пельмень тоже пришел к нам из северного региона. Так что, когда будете кушать пельмешки со сметаной, обязательно вспоминайте коми. Зимой на севере легко заболеть, но у коми на этот случай есть чудодейственное средство – оленья кровь с молоком. Вы скажете «фу», но такой напиток мог поставить на ноги даже человека, находящегося при смерти. О, лыжи в школе. Самая болезненная тема для многих. Хотя, при чем тут коми, спросите вы? Но дело в том, что именно они придумали это средство передвижения. Самой древней лыжи уже 8000 лет. Возможно, и дети северных неандертальцев не любили походы на лыжах. Надеемся, что вы запомнили. Со всеми ли фактами вы были знакомы? Отлично. Еще немного о проекте. Он реализован в рамках конкурса от Министерства образования и науки России «Игры разума», который проходит в Махачкале. Это медиа-результат работы студентов из 10 регионов нашей многонациональной страны. Форум подошел к концу. У нас за окном примерно -10, а какая погода в Дагестане, Маша сейчас и расскажет. У нас в это время было +10, и вот с таким замечательным видом на Каспийское море мы жили все эти 3 дня. Вообще форум получился максимально продуктивным, потому что за 3 дня столько контента можно сделать, наверное, только в рамках конкурса. Да и Дагестан оставил о себе столько приятных воспоминаний, такие дружелюбные люди, максимально домашняя атмосфера везде, где бы ты ни находился. А учитывая то, что мы стали победителями этого года, то поездка выдалась в разы радостнее. А сейчас мы уже собираем чемоданы, поэтому ждите скоро новые сюжеты от меня в студии 11. Этот вид спорта, пожалуй, один из самых красивых – художественная гимнастика. Сложные элементы, грация спортсменок, яркие номера. В нашей республике это направление постоянно развивается, что доказывают регулярные призовые места девушек на всех уровнях соревнований. Прямо сейчас узнаем, чем живет Федерация художественной гимнастики. С ее президентом Ольгой Куклиной пообщался накануне Северин Арпа. Ольга, ну знаем, что у вас в Федерации буквально не так давно произошло большое событие, собственно, даже, можно сказать, целых 2. Ну давайте начнем все-таки с 15 лет, да? Как прошло это событие? Ну, это были очень такие соревнования насыщенные, с очень большим количеством участниц. Они были красочные, очень яркие, красивые, очень много деток маленьких, хорошее подрастающее молодое поколение выступало. Кто-то выступал в первый раз, наверное, может быть, да? Ну, я думаю, наверняка, потому что там были совсем малютки даже. Ну и еще одна дата тоже, вот, вы сказали, совпала с этой, да? В этом году трудовой мой стаж, ему исполнилось 30 лет. То есть 2 праздника в одном. Расскажите, пожалуйста, про подрастающее поколение. Ну, у нас проводились 2 соревнования в одном. Это турнир к 15-летию Федерации художественной гимнастики Республики Коми. И тут же мы проводили первенство Республики Коми. И вот на этих соревнованиях уже было очень приятно смотреть девочек 12-11 года рождения. То есть они уже на хорошем достаточно уровне работают, и эти детки вошли даже в состав сборной Республики Коми на первенство Северо-Западного федерального округа России. А оно уже прошло или предстоит еще? Первенство Северо-Западного федерального округа России на сегодняшний день пока стоит на начало февраля 2023 года.
Ну вот, то есть девочки уже взамен той синей птицы пришли, да, которая была? Ну, есть и старшие девочки по мастерам спорта, конечно, которые будут, я надеюсь, достойно представлять нашу республику на соревнованиях любого ранга. Что можно сказать вообще о тех девчонках, которые приходят заниматься? Вы, наверное, сразу можете определить, ну, по крайней мере, задатки хорошей спортсменки. Ну, вы знаете, не всегда девочки, которые приходят с данными, достигают того уровня, которого бы хотелось бы. Потому что, как всегда говорят, 10% таланта и 90% трудолюбия. То есть это правило работает, да, получается? Это правило работает все года. А скажите, когда там еще предстоящие, может быть, соревнования, помимо вот Северо-Западного округа? 2-4 декабря у нас состоится республиканские соревнования «Жемчужины Севера», которые будут здесь у нас на стадионе. Что можно сказать в целом о развитии гимнастики вот на сегодняшний день у нас в регионе, в той ситуации, которая, собственно, пока что сложилась вокруг? Вы знаете, все большее количество на самом деле гимнасток, потому что я смотрю по количеству заявок на соревнования, все больше родители приводят девочек в этот прекрасный вид спорта. Я надеюсь, мы будем развиваться, несмотря ни на что. Ну и давайте, вот, наверное, в заключение напомним, что прежде всего развивает гимнастика. Ну, я знаю, по крайней мере, по своей дочке, что у нее хорошая осанка, хоть она там прозанималась, может, пару лет, да, но осанку держит до сих пор. Вот что еще, какие качества? Здоровье, грация, трудолюбие, упорство, терпение и еще очень много других качеств, не только физических. Ну, я знаю, что, как и другие тренеры, вы тоже стараетесь поддерживать дисциплину. Это обязательно. Это любой вид спорта. Без дисциплины никуда. Ну что, желаем вам успехов и как можно больше золотых призеров среди наших девчонок. Спасибо большое. Все подозрительное необходимо проверить. Эта установка помогла многим обнаружить ту или иную болезнь на ранних стадиях. Сегодня мы хотели бы поговорить о раке молочной железы. Он занимает лидирующее место по заболеваемости и входит в 5 самых смертельных злокачественных опухолей в мире и в России. О важности самообследования, симптомах, онкологии и профилактике в нашем следующем сюжете. Надежду Батагову по праву можно назвать экспертом в нижнем белье. Вот уже 4 года она владеет магазином с женскими штучками и столько же консультирует прекрасный пол в качестве брафитера, бельевого стилиста. Любимое дело, счастливая семья. По улыбчивой и активной женщине не скажешь, что за ее плечами 7 циклов химиотерапии и мастектомия. В прошлом году в груди она обнаружила уплотнение. На приеме у врача подтвердились самые страшные опасения – это рак молочной железы. Говорить об этом она не стесняется, напротив, в своих социальных сетях рассказывает о том, что пережила и как борется с недугом. Когда сам прошел, знаешь, о чем можно говорить. Поэтому я могу об этом сейчас говорить. И мне сейчас понятно, когда нужно начинать, скажем так, работать с женщиной в плане белья, и как нужно подбирать, и что нужно. И мне очень хочется, первое, в рамках своего салона привести категорию для того, чтобы начать работать с этими женщинами. И второе, начать производство белья для женщин после операционного периода. Белье немножко, в принципе, немножко другое. Оно немножко сложнее в конструкции, и оно немножечко... оно и подбирается по-другому. То есть там, в принципе, подборы идут совершенно другие. Ежегодно в России почти у 70 тысяч человек выявляют рак груди. Врачи отмечают, что заболевание это не спонтанное. При должном внимании к своему здоровью заметить новообразование можно на ранних стадиях. Сегодня существует немало способов определения, от самообследования до УЗИ и магнитно-резонансной томографии. При ранней диагностике, отмечает главный внештатный онколог Коми Андрей Галин, выживаемость 99%. Но, к сожалению, не всегда наши женщины соблюдают диспансерные сроки наблюдения, проведения маммографий, которые на сегодня республика делает все, чтобы оборудование было доступно. На сегодня есть в каждой ЦРБ либо передвижной маммограф, либо стационарный маммограф. На сегодня возможность передачи изображений, если доктор не понимает на месте, что-либо передается либо в онкодиспансер, либо в другие учреждения, для того, чтобы мы могли дать заключение доброкачественное или злокачественное новообразование.
Эффективность современных методов лечения доказывает прежде всего снижение смертности. Многие больные, пройдя этот сложный путь, возвращаются к своей прежней жизни. Однако лечение – это всегда большие моральные и физические потери. Поэтому остается актуальной истина – гуманнее и легче предупредить болезнь. Для профилактики рака молочной железы необходимо проходить своевременное обследование. Это осмотр у врача-акушер-гинеколога, где гинеколог пальпаторно осматривает молочные железы, и проходить своевременное инструментальное исследование. Это УЗИ молочных желез с 18 до 40 лет, раз в год профилактически, и с 40 лет и старше это маммографическое исследование раз в 2 года. А также самой простой профилактической мерой может быть грудное вскармливание, то есть не отказываться мамочке от кормления грудью своего малыша. Держите свой вес под контролем, добавьте в жизнь физическую активность, соблюдайте диету, ограничьте употребление алкоголя и регулярно посещайте врачей. Все это простые советы, которые помогут снизить риск возникновения рака молочной железы. Будьте здоровы! Мы подошли к экватору нашего инфозабега. Вернемся сразу после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Студия 11 вновь в эфире. Впереди много интересного, чем конкретно удивим. Подробности через мгновение. Полярный Урал. Красота, могущество и свобода в одном видео. Пройти всем. Знать о своем ВИЧ-статусе важно. Кто такой кинопроверщик? В Сыктывкаре есть места, где сегодня работают с пленкой. Тот, кто был в горах однажды, стремится туда вернуться. Завораживающие виды, вечера у костра в кругу единомышленников, походный быт – все это делает будни туриста незабываемыми. Воркутинец Дмитрий Севастьянов на своей странице ВКонтакте поделился роликами, которые буквально влюбляют в Полярный Урал. Один из них мы посмотрим прямо сейчас. Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Люди со всего земного шара объединяются для демонстрации поддержки людям, живущим с ВИЧ, и вспоминают тех, кто умер от связанных со СПИДом заболеваний. Кто находится в группе риска и почему всем важно знать свой ВИЧ-статус. Об этом и другом поговорим с гостьей нашей студии. Нина Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала давайте с вами
поговорим про статистику, а точнее о количестве болеющих СПИДом в республике людей. Сколько их на сегодня? На сегодняшний день в республике живущих с ВИЧ-инфекцией более 3000 человек, 3400. Всего за весь период, первый случай заболевания было зарегистрировано в 1989 году в Республике Коми, было выявлено более 5000 человек. Из них, конечно, к сожалению, более 1200 человек уже умерли, и в стадии СПИД умерли 347 человек. Важно понимать, что ВИЧ и СПИД – это разные вещи, да, то есть это вроде бы одно и то же, но тем не менее степень тяжести, да, заболевания, она Но разная. надо говорить, что это, в принципе, одно и то же заболевание. СПИД – это последняя стадия ВИЧ-инфекции. Тяжесть заболевания в стадии СПИД уже более тяжелая, и она связана и не только с ВИЧ-инфекцией, она связана с тем, что присоединяется большое количество оппортунистических инфекций, и в основном умирают от того, что есть какие-то другие тяжелые инфекционные заболевания, в частности, это туберкулез, это тяжелая форма цитомегаловирусной инфекции, это токсоплазмоз головного мозга. Если обычный человек, не страдающий ВИЧ-инфекцией, он справляется, его иммунитет не дает развиться данным заболеваниям, то, к сожалению, у ВИЧ-инфицированного поражаются именно Т-лимфоциты, которые нам обеспечивают иммунитет, защиту от инфекционных заболеваний, от всех инфекционных заболеваний. И организм перестает справляться с такими вот заболеваниями. И, конечно, у них состояние значительно ухудшается и, к сожалению, может заканчиваться вот такими тяжелыми последствиями, как летальный исход может возникать. Чтобы этого не было, нужно ВИЧ сдерживать, если не на начальной стадии, но тем не менее сдерживать его, чтобы не доводить именно до СПИДа уже. Кто находится в зоне риска? В зоне риска находятся, конечно, в первую очередь это потребители наркотиков инъекционным способом. И среди данной категории самый высокий уровень ВИЧ-инфекции. Далее, это те, которые ведут не совсем правильный образ жизни, то есть часто меняя своих половых партнеров. Ну и есть, конечно, и ряд профессий, которые могут инфицироваться при проведении каких-то манипуляций, связанных с повреждением кожи. И у нас на особом контроле, конечно, это медицинские работники, у которых случаются аварийные ситуации. Но у нас в республике нет ни одного случая инфицирования при оказании медицинской помощи. Но основное, я уже сказала, это потребление наркотиков и беспорядочные половые связи. Нина Александровна, как многим известно, наверняка еще со школьной скамьи, ВИЧ, он может себя долгое время никак не проявлять. Поэтому очень важно самому идти, сдавать тест, сдавать анализы, чтобы убедиться, есть у тебя там эта проблема или нет. Кому в первую очередь вы бы посоветовали, с какого возраста возможно идти и сдавать анализ на ВИЧ-инфекцию? Принята программа «Государственная стратегия противодействия распространения ВИЧ-инфекции». И в рамках данной стратегии есть такое направление – это скрининг, то есть лабораторное обследование всего населения Республики Коми, в частности, в нашем плане. И, конечно же, есть определенные и показатели, в том числе есть такой показатель, как добровольное обследование. Поэтому в рамках Дня борьбы со СПИДом мы проводим акцию в целом по республике «Проверь себя», узнать свой статус. Поэтому в данный период могут, как и в целом, в принципе, в любой день каждый желающий может обследоваться на ВИЧ-инфекцию. Для этого можно обратиться по месту жительства в свою поликлинику, а также мы приглашаем к себе в центр СПИД в городе Сыктывкаре, Пушкина, 103. Хотите, значит, анонимно можете даже прийти обследоваться, потому что это очень важно. Я надеюсь, все хотят знать, что у них все благополучно. Но если даже и получили положительный результат, это тоже неплохо в том отношении, что своевременно выявили заболевание,
Своевременно начато лечение и качество жизни таких людей, ВИЧ-инфицированных, он длительно поддерживается. На сегодня есть методы лечения, которые позволяют снижать вирусную нагрузку до неопределяемого уровня и поддерживать клетки наши иммунные, CD4 или Т-лимфоциты, на том уровне, который бывает у здоровых людей. И, соответственно, организм будет себя защищать и меньше будет страдать от различных инфекционных заболеваний. Спасибо большое, Нина Александровна, за эту информацию. Так что, дорогие друзья, ходите, проверяйтесь, тем более, что все это бесплатно и доступно. Спасибо вам. Желаем всем здоровья, благополучия и, конечно же, еще хочется сказать, что, конечно, очень много зависит от нашего поведения. Каждый день телеканал «Юрген» знакомит вас с интересными героями. А все лето в рамках проекта «Какие люди» мы рассказывали вам об увлекательных профессиях наших земляков. В поисках алмазов Надежда Бушенева отправилась в Коми-кино. И не прогадала. Светлана Ивлева работает кинопроверщиком уже больше 35 лет. Подробнее в нашем следующем материале. Самое главное, что в вашей профессии? Качественно проверить фильмы для показа, когда киномеханик будет показывать, чтобы фильмы не рвались. Расскажите, пожалуйста, что вам нужно конкретно сделать? Если во время проверки, вот, например, разрывы, склейки некачественные, я их должна заменить. Проверить качество пленки и категории. А скажите, пожалуйста, какой фильм сейчас вы проверяете? Александр Невский. Состоит из 12 частей. Вот 12 этих коробочек, это вот весь фильм. А сейчас вы какую серию уже проверяете? 11-ю часть. Угу. Это не серия, тут один полностью фильм, 12 частей. Угу. А скажите, пожалуйста, вот часто ли бывают какие-то, скажем так, рвется ли пленка, бывают ли какие-то вещи, которые вам нужно обязательно вот проверить? Ну, бывает, конечно, вот высыхают. Склейки высыхают, я должна их заменить, чтобы они не порвались. Ага. Я сейчас сделаю склейку и заменю ее, чтобы она не порвалась. Ага. То есть вы вытащили один кадр, но не пострадает от этого фильм? Нет, не пострадает, потому что идет 24 кадра в секунду, там не будет заметно. А вы это прямо на ощупь определяете, да, качество пленки, да? Да, руками. Ага. А вы никогда не считали, сколько километров пленки прошло через ваши руки? Очень много. Очень много. Да. Это сколько? Сколько фильмов получается у вас проверить, скажем, за день? Ну, за день сейчас 2-3 фильма проверяю. Раньше по 10 фильмов. Раньше большая норма была. Ага. А сколько вот в одном фильме метров пленки, скажем? В фильме? Да. Вот этот фильм 3009 метров. О, и это 3009 метров вы должны проверить за один день. Да. Ну, не, или... Да. Ну, если он в каком качестве, если сильно порвется, так подольше проверяю. А фильмы каких годов вы проверяете? Это все старые фильмы? Ну, этот фильм где-то... Проверка была последний раз в 2010 году. В 2010 году. А как часто проверяется фильм? Как часто вот? Ну, 10 лет, если пройдет, например, я их должна проверить. Лет 10. А почему? А что случилось? Чтобы вот склейки, вот они высыхают, прилипает пленка. Ах, как же быстро пролетели эфирные минутки. Остается только помахать им вслед и с нетерпением ждать нашей следующей встречи в эфире. Это была программа «Студия 11». Меня зовут Евгения Кладкевич. Пока-пока.